Добрага дня. Я журналіст Кирилл Пазняк, беларуская медыяпляцоўка 375. Гэта мой каментар адмыслова для ресурсу «Менавіта онлайн» з нагоды публикации артыкулу Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев. Ну и я продолжу на языке этой статьи. Коротко. Первое. Эта статья касается не только Украины и украинцев. Она касается в том числе и белорусов. Владимир Путин, так же как и украинцам, и украинскому народу, отрицает в праве на государственность. Беларуси там тоже в его видении мира не существует. И если брать даже 1922 год, как он хочет обнулить, как он умеет, как он любит обнулять, на время создания Советского Союза, то от моей страны, от Беларуси, там остается, буквально треть. Там нет Западной Беларуси, которая отошла в 1921 году по так называемому мирному договору Рижскому к Польше. Там нет Гомеля, Орши. То есть там обкорнанная абсолютно страна. Конечно, тут можно еще говорить про такие казусы, что в 1922 году и у России не было Карелии, Курил, Сахалина, но это уже пускай занимается этим российская генпрокуратура. Второе, чтобы еще отметил, эта статья пронизана такой антисоветчиной, что с одной стороны довольно парадоксально для гэбиста, а с другой стороны, я так понимаю, что Путин ищет какую-то новую аудиторию, в том числе и на территории Беларуси и России. То есть он уже не проецирует себя как лидера по этой линии СССР, Великая Россия и так далее. То есть он ищет другую аудиторию, условно говоря, такую белогвардейскую, что ли. И этот российский реванш, он немножко видоизменяется. Что делать? В принципе, тут все просто. Тут нужна самоидентификация нации, язык, украинская мова, белорусская мова, культура. И по большому счету только так можно противостоять таким устремлением имперско-реваншистским. И то, что Россия готовится, и то, что эта статья такая эпичная и эпохальная, это уже однозначно. И чего ждать от России? Тут может быть или агрессия дипломатическая, или агрессия военная. Терпение и мужество нашим народам.